Добрый вечер, уважаемые зрители нашего YouTube-канала и присутствующие гости. Сегодняшняя тема у нас это IT-индустрия, ее сегодняшнее состояние и ее перспективы. Чтобы поговорить на эту тему, мы пригласили зубров, так сказать, в этой профессии. Это у нас Адам Хутиев. Он у нас является, помимо всего прочего, директором колледжа IT Hub, который вот открылся в этом году. В Магасе, по-моему, восприемная комиссия, корпус учебный здесь в Назране, насколько я знаю, недалеко от нас. И Бекхан Зармотов, он является сотрудником Ингушского государственного университета, тоже, в принципе, айтишник, с большим опытом, с очень интересной судьбой, о которой мы тоже сегодня поговорим. Ну, начнем в первую очередь с Адама, наверное, да, по старшинству. Адам, вопрос первый. Почему такое большое внимание к IT, вот такой всплеск интереса? Это и вообще, вот знаете, в нашем обычном, обыденном представлении есть такое понятие, как производство, да, которое можно потрогать, пощупать. Если мы говорим там об экономике, то тоже это какие-то осязаемые вещи. IT – это какая-то виртуальная сфера, которая вдруг на себя перетянула очень много внимания, очень много интереса, очень много финансов. Что за этим стоит? Объясните немножко суть этого явления. Почему именно IT, да, почему она сегодня, собственно, лидирует там, и столько внимания на себе перетягивает на себя. Вот. Мы все, собственно, все успешные люди пытаются ускорить свой труд, автоматизировать его как-то, оптимизировать, автоматизировать, упростить где-то и так далее. Вот для меня, если взять там мелкий пример, грубо говоря, на всем протяжении моей карьеры, для меня моим замом был Excel. Он очень много времени мне, например, там, экономил. Это, собственно, IT-технология. Что говорим там о деньгах, тоже там, да, цифровые деньги многое там позволили. Хотя есть им плюсы и минусы. Ну, у каждого шага есть как бы там и плюсы, и минусы. Большинство шагов, скажем так точно. Вот, но так или иначе, это все нам помогает двигаться, развиваться. Там, например, можно спокойно поехать в любую точку мира и как бы не заботиться о деньгах, не таскать с собой какие-то там огромный нал, там можно всегда карту взять, одну пластиковую, решать электронную. Это что касается электронной. Например, медики, мои друзья, у меня есть такой костяк наших земляков в Москве, и вот они честно признаются, мы, говорит, уже там не хотим руками, кажется, оперировать, нам нужны IT-технологии, да, там лазеры там и так далее, и так далее. Любой из нас пример знает, когда, как только мы переступаем шаг, наверное, стоматологии, в первую нам говорят, сделайте рентген, да. Это, по сути, тоже как бы IT-технологии, можно сказать. Вот, если раньше мы приходили, нас вообще там никто никуда залез, там вытащил зуб, если можно вылечить, лечить, никаких вопросов не было. Сейчас только перешагиваешь, сразу нужно там снимок. То есть это такой универсальный технологический ресурс, который к любой специальности встраивается и ускоряет, оптимизирует и улучшает работу. Да, однозначно. В любой сфере. В любой сфере, абсолютно в любой. Ну, потому что сегодня, наверное, нет ни одного ARM, то есть нет ни одного рабочего места без автоматизации, то есть без компьютера. То есть, ну, даже как это странно кажется, что куда-то пришел, там нет компьютера, это очень странно. Опять же, возвращаясь там, к работе Яндекс, как только я устроился, мне задали там, один вопрос. Mac или Windows? Причем так за Mac или Windows? Я говорю Mac. Они говорят, встретите такси. Все, ко мне домой приезжает такси, таксист передает пакет, я его взял, вскрыл, расписался, что принял, все, мне Mac прислали. Это я еще даже не вышел на работу, то есть я с завтрашнего дня работаю. То есть настолько уже оперативно, и сами ресурсы, они настолько не важны, важны именно мозги человека, да, там, это все, в общем, получается, более доступно становится через IT-технологии. То есть она еще, получается, как бы и вот эту прокладку бюрократическую тоже сужает, да? Однозначно, да, однозначно. Все компании над этим работают. Многие компании уже перешли там на безбумажную работу, многие пытаются перейти, ждут этого очень. Вот. Это действительно помогает делать работу много-много раз быстрее. Например, вот если брать наш колледж, мы, IT Hub, Магаз, он вообще не предполагает тетради и ручек. То есть если студент хочет для себя что-то фиксировать, он может, а так он любыми устройствами, гаджетами, там, пускай это будет планшет, телефон или там, ноутбук, он может ими пользоваться там, спокойно. То есть мы их не заставляемся. Не привязываете, да? Не привязываем, да.
Ясно. Ну и но современные технологии, вот там, например, компания Apple, которая выпускает гаджеты, которыми на сегодняшний день управляются жестами, тоже показывает то, что в будущем все это будет. Ну, даже уже есть и такие, которые глазами можно, да, мимикой Да, лица да, 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 управлять. да, да, да. Для парализованных людей, вот я знаю, такие существуют программы управления компьютера, там, движением век, там, глаз. Да, 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 безусловно. Поэтому, наверное, и что немаловажно, сегодня вход в IT, именно в профессиональной деятельности, он самый низкий порог. Вот я буквально месяц назад встречался с ребятами в Петербурге, у нас был форум, и там ребята сказали, что у них работают 14-летние ребята. То есть они закончили IT-школу, такую, как у нас здесь в Киберван, и устроились работать в эту же школу. Ну, это, наверное, время, когда самые гибкие мозги, которые вот впитывают как губка информацию и способны вот анализировать, то есть для них нет и невозможных вопросов, которые вот для них как стена, да? Да. То есть они вот пытливый ум, он в этом возрасте наиболее, наверное, подходит для такой деятельности. Да, безусловно, безусловно. Поэтому, работая на сегодняшний день, наверное, больше 17 лет в IT и пройдя, наверное, все ступени от там, самого низкого до менеджера крупнейшей мировой IT-компании, нам захотелось повторить опыт, дать возможность нашим ребятам пройти этот путь. Поэтому мы открыли первую, наверное, IT-образовательную экосистему в Ингушетии. Мы ее называем там, с 6 лет до богатой пенсии. У нас есть школы, в которых с 16 до 14 лет ребята учатся. И IT-колледж на базе IT-компаний, в которых там, с 15 лет они могут уже там, развиваться как специалисты и работать, уже начать со второго, с третьего курса. То есть IT-сфера этому способствует, это позволяет. То есть это тоже жирный плюс того, что сегодня многие пытаются Плюс, там... если учитывать, что и зарплаты на порядок выше, Да, чем обычная бюджетная сфера, да? Безусловно, да, безусловно. Да. Сегодня у нас в республике есть даже ребята-самоучки, которые там через год вышли на зарплату 60 тысяч рублей, например. Есть ребята, которые работают, например, на Казахстан, из Ингушетии 2 часа в день работают, получают 80 тысяч рублей. Ну, это И больше потолок. не хотят. Это и не потолок, то есть потолка Это нет, стартно, можно сказать, да, да, это стартно. Бекхан, вопрос к вам. Вот я тоже, насколько знаю, у вас очень интересный был путь в IT-сферу. У вас первое увлечение было автомобильный транспорт, да, о котором вы мечтали. Как случилось, что человек, который хотел стать автомобилистом, вдруг стал айтишником? Как вы к этому пришли? Ну, наверное, вот у многих айтишников, как сейчас Адам рассказывает, у них судьба какая-то, то есть одинаковая судьба, то есть школа, колледж, где можно было резко что-то перехватить, университет, куда-то уехал, приехал, а потом, то есть он делится, да, с этими знаниями. Но в основном, честно сказать, вот такое осознание быть айтишником, то есть оно пришло только на 4-м курсе университета. Тогда как в школе, допустим, я когда обучался в школе, это в лицее города Назрань, как Адам сказал, мы выступали и на этих всяких хакатонах по IT. Но я увлекался IT чисто как хобби. Тогда как хотел поступить на автомобильное хозяйство, был очень сильно увлечен таким предметом, как физика. То есть физику я очень хорошо понимал, а IT это чисто хобби, да. Потому что на тот момент было компьютеров очень мало, очень и очень мало. И всякому ребенку хотелось там поиграть в GTA, ну, устроил GTA какой-то там, какая-то версия была, это где-то 2000 года, если не ошибаюсь, или драйвер, или GTA. То есть мы делали так, чтобы, то есть скрывали эти игры, то есть вроде бы игра установлена, но она, то есть скрыта была, то есть в любое время могли ее раскрыть, поиграть и опять скрыть. То есть это такое Отрабатывали хакерские навыки. Да, но это было такое, знаете, хобби. Потом при поступлении в университет я сам хотел поступить на другую специализацию, но учительница по информатике Хадишата Алиханова настояла на том, чтобы я выбрал именно IT, тогда как я очень много времени потратил, занимаясь именно этим направлением. И, наверное, она видела со стороны этот потенциал. То есть преподаватели, они со стороны много что видят, тогда как дети, у них особо никакой мотивации, желания учиться чему-то целенаправленному нету. Действительно, сейчас очень редко наблюдается, да, когда ребенок, будучи студентом или школьником, он целенаправленно где-то обучается. Вот. 4-й курс, получается, когда мы только купили компьютер, вот тогда уже то есть, пришло это прозрение. То есть был интерес разобрать, собрать, что-то сделать. Вот это, получается, первые шаги. И тогда как Адам уже, будучи СПОшником, уже что-то делал, что-то он руками уже делал. был фигурой, да? Да, мы, получается, все 4 года сдавали
эту же информатику, эту же математику. Допустим, у нас было 7 видов математики, мы ее сдавали ради сессии, да, там, потому что нужно было получить оценку в любом случае. Если ты не выучишься, все, это позор на всю жизнь, и ты больше никогда в жизни студент больше... живет от сессии до сессии. Да, да. То есть это позор, ожидаемый позор, вот тебя отчислили с университета, и все, больше никогда в жизни ты не поступишь в университет, и ты все время будешь пахать на поле. Вот из-за этого, да. А потом уже, как я сказал, 4-й курс, то есть когда мы уже начали работать руками, что-то собирать, разбирать, потом уже пришли к коду, это уже веб-программирование на тот момент. Было очень мало инструментов тогда, сейчас очень много готовых инструментов, то есть, как Адам сказал, сейчас в IT можно очень легко. Даже минимально вот эти 3 месяца учебы, самостоятельно даже работы, то есть человек может очень быстро войти в самый минимум, особенно веб-разработки, и, соответственно, он дальше уже может работать. Есть такие технологии по созданию сайта, он может в течение, не знаю, 5 дней это освоить. Допустим, есть такой готовый движок, Tilda называется. То есть там с помощью визуализации можно там создать блоки и, соответственно, сделать сайт. То есть на этом наши много зарабатывают тоже. Я знаю, у нас есть ребята, которые тоже, сейчас ему 16 лет, допустим, да, Юнус Кусиев. Он работает, то есть как и преподавателем работает, плюс создает еще сайты, создает. То есть он на этом живет. Ну, не сказал бы живет, то есть это его хобби, да, это хобби, да. В любом случае нам нужно понимать, человек, когда учится и плюс еще при этом зарабатывает финансово, это очень интересно. Хорошая мотивация, да. Очень хорошая мотивация. Были времена, наверное, у Адама то же самое, когда мы брались за все бесплатно. И за мобильную разработку, за дизайн, который я особо не люблю, но я очень мало увлекался дизайном. Но мы за все брались, за все прям вот. Увидели, услышали, нужно сделать. Увидели, услышали, нужно сделать. И было даже очень много бесплатных проектов. Я даже рекомендую своим студентам, так как я сейчас работаю в университете, я им рекомендую на первом курсе сразу же начинать работать в школах, доп. Образования, то есть какая-то бесплатная работа. То есть нужно работать сейчас на опыт. Набираться опыта. Обязательно, да. Деньги будут приходить независимо. Их будет просто хватать, то есть мы сами понимаем, чуть ли не каждый день, 2 дня работы, то есть мы будем платить там 30 тысяч рублей. То есть это у нас так платят. А насчет удаленной работы, наверное, старшее поколение, когда вот слышит, да, человек дома находится, на компьютере работает, с его стороны это совершенно несерьезно. Но тогда как он зарабатывает 60-80 минимум, а то и 400 тысяч в месяц, это очень другой вопрос. Вот почему-то работа айтишника, людям многим кажется, она такая несерьезная. Легкомысленная. Да, такая, да. А на самом деле там путь к становлению IT был на самом деле, возможно, очень сложен. Если сейчас взять Адама многие люди знают, да, директор IT-хаба, очень круто, молодец, зарабатывает очень много денег, но через что он прошел, знает только он один. Через что он прошел, через какие, то есть, и мы должны понимать, что вот эти IT-технологии, физика, она была 50 лет назад, она и осталась, ну, что-то как-то изменилось. Математика, другие предметы то же самое. IT, как она была 3 года назад, она совершенно сейчас другая. Вот это направление IT, оно совершенно другое. Я вот уже настолько старый, что я еще помню, когда были городские киевцы, они назывались, да, где работали огромные, ну вот с половиной этого зала, наверное, компьютеры, которые вот считали квадратные уравнения. И пользовались мы тогда перфокартами и перфолентами. Да. Это первые шаги еще, наверное, да, компьютера. Я про это слышал, но никогда не пользовался этим. Я знаю, именно в истории IT есть, то есть была такая технология, то есть это технология программирования на этих картах. Вот, и тем не менее, мы все должны понимать, это IT, оно очень сильно развивается. Стремительно. Да. И зачастую даже сам иногда, когда мне студенты говорят, а вы знаете про эту технологию? Честно, я про нее не знаю. Я уже чуть-чуть отстаю. То, что нужно это все изучать. Один из, наверное, таких минусов, возможно, кажется минусом, это вот очень много обновлений. Но если вы технарь, то есть вы только прочитали мануал, вы уже сразу же поняли. Эти обновления, они необходимы. Потому что совершенствуется железо компьютера, совершенствуется сам интернет, совершенствуется искусственный интеллект, мы сами много слышали про это. И, соответственно, айтишнику ему нужно быть в тренде. Из-за этого он за 2 часа работы в день получает 80 тысяч рублей. То есть это не та специальность, где можно спать, да? Да, Добившись да. какого-то результата и почивать на лаврах. Да. Но и тем не менее, люди, то есть они работают мало, получают очень много. Я когда сам рассказываю ребятам, допустим, можно
Вот мы сами иногда за 10 минут работы могли сделать 15-20 тысяч рублей. За несколько дней там сделать один сайт, отдать 30 тысяч рублей. То есть, если даже многие не верят, но это факт. Это факт. Изначально, вы когда рассказываете про эти проекты, конечно, люди с очень осторожностью к этому относятся. Ну, как можно так быстро все заработать? Это нереально, это нужно прям месяц отпахать, то есть, и заработать свои деньги. А действительно, это открыто. И самое интересное, с каждым разом это все развивается, это совершенствуется. И зарплаты, вот я многим рассказываю, если взять, допустим, в США, у них минимальная зарплата, вот самая стартовая зарплата айтишника, это $5000, как я знаю. 5000 Меньше, в месяц, да, $5000 в месяц. Меньше вообще они не рассматривают, они говорят, ну нельзя меньше платить, это... Минимальный уровень оплаты. Это да, хоздарство, да, это там нужно прям 5000, все, это самая минимальная зарплата. Да, то есть знание английского языка, мы об этом много раз говорили, ускоряет процесс работы в IT и даже на других специальностях. Ну, вот я знаю, что вы получили 2 диплома Гарвардского университета, да? Гарвардский университет – это, наверное, один из лучших, или, наверное, может быть, даже лучший университет Соединенных Штатов Америки. Как вам удалось сюда поступить, тем более, ну, насколько я понимаю, все-таки у вас хороший уровень базовый английского языка, который вам позволял эту программу усваивать. А как вот все-таки это произошло? И открыт ли это путь, например, для наших молодых ребят, которые сегодня тоже вот, хотели получить такой престижный диплом? На самом деле, нашего Гарвардского университета, вот эти первые шаги к этому университету были очень сложны. Потому что было неведение, непонятно, куда я поступаю. И я думаю, может, подвох где-то есть, потому что очень много фишинговых сайтов есть в этом мире, да. А дело в том, что есть такая платформа edx.org, у них есть и бесплатное обучение, есть и платное обучение. Я поступал именно на платное обучение. На платное обучение, это уже было после того, как я приехал с Америки, я узнал, что есть такая платформа, очень многие университеты, я подал документы. Нужно было верифицироваться, то есть у меня были американские права, то есть я туда их, получается, отсканировал, вставил, и по этим правам я прошел. Я прошел верификацию, и как только проходит верификацию, все эти университеты, которые находятся на этой площадке, они видят новых своих клиентов. И первое письмо было именно от них. А до этого, то есть мы, получается, то есть сдавали какие-то тесты, сдавали, и на уровне твоих знаний выбирается университет, выбирается курс, и, соответственно, ты поступаешь. Первый, получается, тот, кто написал, это был именно Гарвардский университет. Я думал, блин, ну зачем они пишут, зачем мне вообще нужен? Ну, на самом деле это бизнес-логика, то есть они на этом зарабатывают. Если на тот момент, когда мы учились, эти курсы там оканчивали там 500 с лишним тысяч человек, на тот момент даже меньше было, сейчас там почти 6 миллионов людей окончили этот курс. Вот. Когда мы, то есть документы я сдал, тест прошел, деньги внес обязательно, не без этого. И, соответственно, таким образом поступил. Вот этот первый год обучения был очень сложным. Ясно. И вот такой вопрос. Сегодня у нас в Ингушетии происходят такие очень интересные события, связанные с IT-индустрией. Буквально вот недавно у нас наш известный бизнесмен, меценат Михаил Гуцериев, он презентовал открытие IT-академии, большой гостиницы отдельно еще к этой академии. В этой самой академии на 500 человек она рассчитана в год учащихся. И как бы вот, судя по его словам, это не просто попытка, да, подготовить специалистов, а выстроить всю цепочку, да, подготовить специалистов, сделать технопарк и дальше какие-то развивать наукоемкие производства, основанные на IT. То есть полный цикл, который, вот, как он объяснил, это на 20 лет перспективы. Вот насколько это, на ваш взгляд, это сегодня реально в республике? Ну, реально оно, наверное, само по себе, потому что такой человек, наверное, никогда не будет вкладывать деньги в нереальные проекты. Но вот как вы видите эту перспективу? Может ли Ингушетия сегодня там соревноваться, грубо говоря, там с Силиконовой долиной или со Сколково, или это что-то свое у нас будет какое-то? Вот, Адам, вопрос первый к вам. Ну, безусловно, да. Я скажу, что невозможно, возможно, особенно в IT. И мы сегодня знаем большие примеры, когда ребята, живущие и в нашем регионе, например, там в Подольске, парень рисует 3D-модели для Голливуда, для игр, вот, и не хочет оттуда уезжать. И то же самое, ну, ничем не отличается от Ингушетии. Любой там человек
парень, освоивший на профессиональном уровне ту или иную область в IT-сфере, может запросто работать и конкурировать с ведущими там, компаниями или там, специалистами мира. И поэтому задел у нас, конечно же, есть. Есть прекрасный пример, который тоже Бекхан упомянул, вскользь, это те же индусы, Индия, да, которые очень плохо индусы говорят на английском языке, но при этом, наверное, нету ни одной крупной компании, по крайней мере, в тех, в которых я работал, которые не сотрудничают, не планируют с ними сотрудничать. То есть там есть определенный фактор, да, там им важна, там, например, для IT важна поддержка 24/7, они ее предлагают, то есть некий гибкий график. Невысокие зарплаты тоже возможно. То есть нам в республике нет такой большой потребности там, высоких зарплат, как, например, в Москве, то есть там жизнь дороже, да, гораздо, можно сказать. А поэтому у нас есть некий задул, есть возможности в этом месте и выиграть. За счет финансовых Да, более низких ставок. да, разница, финансовая разница. Вот, например, крупные компании, такие как и X5 Retail Group, они, например, колл-центры создают в регионах, потому что там дешевле. И найти можно туда человека, просто, который будет на телефон сидеть. И это, соответственно, для компании гораздо дешевле. Если они в Москве, там, им нужно будет, там, они могут себе позволить одного-двоих людей, да, то в регионах они могут себе позволить там, целый колл-центр организовать, 10-15 человек. И здесь точно так же можно команду организовать. Вот, работать в команде, когда, грубо говоря, если они берут одного человека в Москве, он может заболеть, может уйти, еще что-то, то, работая в регионе, можно создать целую команду, которая будет взаимозаменяемой и будут нацелены на результате. Целую цепочку, да, не какой-то кусок, наверное, а полностью готовый продукт готовите. Да. Ну и, наверное, я как ингуш скажу, что ингуши самый гостеприимный народ, да. Для IT это важно? Для IT это важно в том плане, что мы можем привлекать сюда соседние регионы, они могут приезжать, работать, коллаборироваться, все равно обмен знаний. Нас Всевышний создал разными и предрек нам делиться друг с другом тем, что обмениваться опытом, да. И вот опыт, он очень важен, когда человек варится в одной команде или там еще хуже в одной своей голове, это, конечно же, тормозит развитие. Когда он общается, когда встречает разные точки зрения, это сильно взаимообогащение происходит. Да, взаимообогащение происходит, развиваются люди. Поэтому, на мой взгляд, у этого центра есть огромное будущее, однозначно, и правильно заметил, что этот человек со своей огромной командой, они видят гораздо больше, у них много ресурсов, но я думаю, они однозначно сделали анализ и не зря как бы выбрали это направление, хотя могли бы любое другое выбрать, там, даже самая медицина, например, ее развивать и так далее. Но так или иначе, возвращаясь к нашему вопросу, конечно, потенциал огромный есть. И у нас есть даже организация на сегодняшний день, в которую мы с Бекханом входим. Ингнет это то, что, да? Не. Это организация, которая планирует развиваться в рамках IT, как в республике, имеется в виду задавать вектор, темп развития, потому что формировать пул некий, снизу виднее, грубо говоря, там сверху какие-то директивы приходят, но люду как бы виднее, в каком сегодняшнем там есть более перспективное направление. Надо понимать, разбираться, изнутри видеть. Какое перспективное направление. Например, сегодняшний день сильно выстрелила ИИ, да, там, искусственный интеллект. Важно это подхватить и держать его в фокусе, понимать, там, насколько это там, интересно будет для нас в будущем. Но это же все специальности, они на стыке идут, например. И это, по-моему, и медицина, да, нейро как бы хирургия, наверное, да, и кибернетика. Ну, она позволяет. То есть это все на стыках. Да. То есть она предполагает не только наличие айтишников, но и, там, например, тех же врачей. Ну, IT-сфера, как мы там изначально сказали, она вообще работает на стыке практически со всеми, наверное. Но она сама по себе, наверное, не существует, да? Она всегда... Не, она есть, она есть сама по себе, но она работает и на стыке с остальными. Ну, то есть, скорее всего, ИИ, она в большей части именно для себя, для сферы, не знаю, может быть, Ханна другое мнение, вот. Но она помогает другим сферам, там, грубо говоря, развиваться точно так же. Бекхан, вот к вам вопрос, вот та тема, которую мы сейчас подняли, перспективы Ингушетии, вот как вы видите республику нашу, вот с учетом того, что будет IT-сфера развиваться у нас через 20 лет, то есть во что превратится Ингушетия, какие возможности откроются,
как вообще изменится география, не скажу, но экономика, социальная сфера, то есть во что мы превратимся? География, Просто- на картах мы тоже можем поправить. Да, ну, в виртуальных картах, да, опять же. И опять же, нас вот часто же пугают перспективами того же искусственного интеллекта. Сейчас и Голливуд выпускает много фильмов, и какие-то эксперты существуют, которые говорят, бог весть что. Вот к чему мы идем? Вот насчет первого вопроса относительно вложения Гуцериева. Вот мы с Анной тут уже давным-давно, уже более 3, может быть, 4 лет развиваем тут и IT среди детей. И получается, я в университете работаю, у него частный центр, у меня частный центр. Есть у ребят, допустим, то есть они давным-давно занимаются робототехникой, вот есть Аздоев, Арс, Мислаур, Ахмед. Это все очень хорошо, то есть мы со своей стороны как-то готовим вот этих детей к будущим профессиям. Насчет того, что сделал Гуцериев, почему именно IT? Потому что посредством этого IT должно быть по теории, как сказать, То есть это, наверное, выпрямиться, как получается. развитие остальных сфер. локомотив, который потянет все остальное. Обязательно. Почему? Потому что вот я, наверное, Анна тоже знает, в многих организациях вот мы работаем, смотрим, вот именно отсутствие или же неполное знание об IT, то есть как-то тормозить процесс сам, или же в школе, или же в университете, или же в колледжах, или же в больницах, потому что все подвязано вот на этой технике. Как только мы вопрос решим айтишников, этот процесс должен ускориться. Вот почему, мне кажется, одна из причин, почему развивает Гуцериев IT, то есть они сельское хозяйство, Получить медицину. всеобщую IT-грамотность. Обязательно. Да, Да. Как только мы научим то есть наше общество быть IT-грамотным, то есть они сами по себе, будучи в сельском хозяйстве, медицине или в других областях, они должны уже упростить процесс, ускорить процесс, потому что IT направлен на оптимизацию многих процессов. Когда, допустим, я многим рассказывал, есть отчеты, которые делаются в течение 2-3 дней, мы их делаем за 5, иногда 10 минут. Знаем, что сейчас везде повально идет программа «Код будущего», сейчас обучают школьников, студентов СПО, прям массово, независимых специальностей обучают именно IT-направлениям. Они понимают, что в любом случае будет какой-то выход. Это лучше, чем ничего. Самое главное здесь это человеческий фактор, это уже обращение к родителям, как к целевой аудитории. Родители понимают, насколько это важно, но дети этого не понимают. Молодые люди этого не понимают. Мы это понимаем, старшее поколение, и родители это понимают. Вот это, самое главное получается, вот этот человек, который должен получать знания, он это не понимает. И если понимает, их очень мало. То есть тут задача как бы объяснить родителям, что это нужно, да? Да, ну, заставить, да, чтобы через что, них воздействовать. Да, на детей. родители, да, то есть они объясняют, но то, что родители говорят, ребенок воспринимает по-другому. Вот сюда, допустим, зашел Гуцериев, допустим, да, то есть все уже поняли, да, то есть нужно Что-то уже серьезно, работать, да. что-то серьезное. И всем нужно понимать, что человек, если он сейчас не возьмет эти направления, допустим, хотя бы базовые направления, он отстанет. Ему будет очень сложно. Возможно, по причине его незнания он может погубить жизнь людей, то есть целого тейпа там. Он может погубить, не зная эти технологии. То есть, не зная некоторые базовые понятия IT, он может неправильно рассчитать зарплату человеку. Это может происходить в течение нескольких лет. То есть вот это есть такое. Но все-таки к чему мы придем через 20 лет, если вот так переформулировать? Не будет ли это, как у Остапа Бендера, новые Васюки проект? Да? Все-таки что практически, во что превратится республика, на ваш взгляд, через 20 лет? Перенасыщения специалистов не будет. В любом случае будут и бухгалтера, и юристы, и айтишники, и сельхозники. Но нам очень сильно хотелось, чтобы они были с компьютерной грамотностью, можно так сказать. Ну вот сможем ли мы прийти, например, к каким-то наукоемким производством, да? Создавать, например, роботов или компьютеры, как-то вот создать компанию, не сказать масштаба Google, да, но какой-то вот свой ингушский, например, какой-то сервис крупный такой. Вот. Это реально? Ну, у нас уже есть этот сервис. У нас есть эти они сервисы. Такие крупные? Они некоторые есть масштабные, конечно, просто они могут не увеличиваться. То есть мы просто не любим выходить за республику. Мы в республике, допустим. Иногда я сам, бывает, мы когда занимаемся некоторыми проектами, я сам иногда не хочу выезжать отсюда. То есть я хочу внутри.
Но, как сказал Адам, нужно выезжать, нужно обмениваться обязательно. Мне кажется, люди, которые сейчас заходят за границей, вот, есть люди, которые в Microsoft работали, уже сейчас в других компаниях работают. Вот я всегда нахожусь с ними на связи, вот они предлагают очень много разных вещей, допустим, то есть, такие нестандартных решений для нас. И изнутри я, Адам, понимаю, что, наверное, сейчас это для нас рано об этом думать. И тем не менее, вот мы сказали про искусственный интеллект, да, вот, нельзя его оставлять в покое, его нужно использовать. Вообще, искусственный интеллект сейчас, он на стыке, наверное, всех направлений идет. Тоже медицина. Сейчас, допустим, то есть если раньше врач, допустим, то есть делал флюр, допустим, да, если не ошибаюсь, то здесь он смотрел, определял очень долго, есть ли у него или же нет. Иной раз он мог ошибиться, компьютер ошибается, особо не ошибается. Это IT в IT, да, уже Это получается? IT, да, это IT в IT на самом деле. И говорят, вот, как мы знаем, в IT есть 4 промышленных революции. Вот 5-я революция – это стык, получается, микропроцессорной техники, робототехники, искусственного интеллекта, которая, то есть сейчас все компании работают именно в эту сторону. Мы знаем, да, есть чат GPT, есть гигачат, есть очень много сервисов, допустим, искусственного интеллекта, то есть генерация текстов, изображений, видео. Это те вещи, то есть мы их не должны бояться. То есть такого не будет, что все роботы будут против нас выступать. Нет, это маловероятно, очень маловероятность. Но мы должны использовать эти инструменты. Конечно, даже автомобиль, используя автомобиль неправильно, мы его то есть используем против себя, правильно? Да. Тогда как мы его можем использовать с пользой. Те же самые, все эти технологии, их можно и нужно использовать на благо человека. На благо человека, человечества. Если мы их не будем изучать, мы не будем в свете вот этих дел, конечно, они станут против нас. Имеется в виду, не воевать будут против нас. То есть рынок будет такой, что ты придешь, тебе скажут, ты знаешь вот это, а ты не знаешь. Вот это и будет против нас. Вот То есть мы отстанем, мир все равно будет идти в этом направлении. Обязательно, да. Ну, относительно будущих профессий, мне сложно сказать, именно про IT-сферу говорить. Да. Ну, точно будет разработка, она всегда нужна, точно будут тестировщики разработки. Эти два направления точно не будут, потому что это там некая базовая основа, да, там, если и там сможет заменить там дизайн и так далее, в чем, ну, мне, по крайней мере, у меня сомнения в ближайшие 10 лет, 15 лет, 20 лет, не знаю, дальше загадывать сложно. Но мир не стоит на месте, я думаю, возможно, еще что-то новое появится, как сегодня, например, там выстрелило и что будет дальше, ну, очень сложно прогнозировать, мне, по крайней мере. Но однозначно я знаю то, что вот именно IT-сфера и люди IT, они будут очень гибки к этим изменениям в сфере IT и могут в любой момент как бы перестраиваться. Например, были языки программирования, которые были там сложные, тяжелые, специалисты были дорогостоящие, крупнейшие там игроки на мировом масштабе, они начали упрощать, начали выпускать простые языки программирования. Это вот, кстати, относится, твой вопрос, не имея базового знания английского языка, можно ли изучить? Да, можно, безусловно. Это Python. Да, Python, там, Java, там, любые языки можно сегодня изучить быстро, они как бы не сложные, по сути. Не такие сложные, как были раньше, например, да. Что касается, то есть мы всегда говорим, для того, чтобы войти в IT, нужно только желание, и все. Если есть у человека действительно искреннее желание, важно подобрать свои компетенции. Там я очень часто привожу аналогии с медициной, IT-сферы. Там столько же профессий примерно, как и в медицине, в IT-сфере. Если не больше, да. И точно так же, как и в медицине, у каждой профессии там, у человека должны быть определенные компетенции. Да? Там, если, например, это нейрохирург, то он там спокойный очень должен быть. Да? Там, если это, там, не знаю, там, хирург, то он должен там, концентрацией какой-то обладать, ну и так далее, и так далее. Например, если неусидчивый человек программированием не сможет, разработкой не сможет, скорее всего, заниматься. Ему будет там нужна усидчивость, например. Если человек коммуникабельный, то ему лучше там менеджером работать для айтишников, потому что менеджер это очень важное звено в IT-сфере вообще. Там обязательно нужен человек, который там, грубо говоря, айтишный язык переводит на язык там, клиента, да, грубо говоря. И это очень важно, уметь договариваться и с теми, и с теми. Так, к тому же вопрос, который первый самый был, какие айтишники являются, по своей сути, там закрытые, открытые, типа так далее. Интроверты, экстраверты. Да. Вот, поэтому с ними надо уметь договариваться. Нужно там где-то пряником, где-то кнутом, где-то так. Ну и клиенту, ну и клиенту тоже всегда
нужно правильно доносить информацию. Поэтому менеджеры, они были, есть и будут, наверное, всегда там, в IT-сфере тоже. Вот. Поэтому, коротко говоря, я всегда говорю, там, когда он меня спрашивает, 60-70-летние люди там, а мы можем войти? Я говорю, да, безусловно, нужно только желание и все. И реально оно это и есть. Там, запросто можно найти. Потому что, опять же, в IT очень много профессий. Элементарные тестировщики. Да? Есть примеры, что люди 60-70 лет начинают Да, заниматься? да, запросто есть, да. Да? Да, в Живые Москве примеры. точно есть, да. Пример есть. А у нас есть вообще в республике вот такие образовательные платформы? Вот куда я могу прийти и... Как Бирхан сказал, у нас очень много направлений есть, о которых люди не знают. Вот явно, чтобы там для старшего возраста, я не знаю, но насколько мне известно, вот в наш колледж человек может поступить любого возраста. Может поступить и там наравне с ребятами отучиться, получить себе профессию и заниматься. Тем более мы заточены на то, чтобы наши студенты... У вас возрастной категории нет? Нету. У нас, и мы заточены на то, чтобы студент работал. То есть нам не важно, когда он закончит. Там идеология строится на том, что любой студент может прийти и сказать, я хочу этот курс пройти еще раз, прокачаться еще раз. Да, потому что он не ждет диплома, чтобы выйти на работу. Он со второго, с третьего курса уже зарабатывает, работает и зарабатывает деньги. В этом плане часто задаваемый нам вопрос, а сколько надо ребенку учиться, он теряет свое значение вообще. И в принципе в IT-сфере, IT-сфера полностью переворачивает уже много понятий. Потом очень часто задают вопрос, а какие у нас преподаватели? Я говорю, такие же, как и везде они одинаковые преподаватели, по сути. Если ты не хочешь конкретно у ингуша учиться там, как бы другие, это не к нам точно, там нужно другие направления. А так у нас те же самые преподаватели, но методология другая, да, там другой подход. Потом, там, в этом плане да, мы отличаемся от этого. А так учиться можно, начиная от бесплатных там, в интернете каналов, там, и в том числе и YouTube там, и так далее. Потому что я реально знаю реальные случаи, когда ребята учились на YouTube, интернет-уроки, по сути, они являются. Я знаю парня, который со мной работал в X5 Retail Group, который никогда в жизни не дружил с математикой, и не знал, не разбирался в математике, но при этом он очень успешен в IT. Он со мной там в X5 Retail Group проработал, по-моему, на зарплате 120 тысяч, если не ошибаюсь, и потом перешел в Тинькофф банк, там, по-моему, 160-170 получал. Физика и математика это... На сегодняшний день не обязательно. Не обязательно. Не обязательно. Они, как Бекхан заметил, они много вещей, как доспехи, они ускоряют тебя, то есть там знание английского языка, знание математики, знание физики, они безусловно ускоряют твою работу, но и без них ты можешь функционировать, работать, если оно тебе не дано как-то, там, если склад ума, он там, тебе попался другой, то тут проблем никаких нет, стопора вообще нет. А вот по поводу того, что он сказал, как обезопасить наших детей от влияния такого негативного игр из разных сайтов, есть ли такая защита в принципе? Бекхан. Не, отвечает. Чуть-чуть зайдя во второй вопрос относительно возраста или же специальности. Я знаю одного социолога, он сам говорит, то есть я просто умею включать компьютер, заходить в интернет, искать в ютубе что-то и все, больше ничего не умел. 7 месяцев обучения, получается, он стал очень хорошим специалистом в сфере защиты информации. Тогда как сфера защиты информации, она считается очень сложной, не из легких. Есть такие специализации, которые очень сложные, которые легкие и так далее. Насчет обучения, допустим, если МАГАЗ для взрослых, у нас есть центр инноваций, вот у ребят, они там обучают взрослых компьютерной грамотности. Если этот взрослый выучит, будучи на работе, если он будет работающий взрослый, если он выучит как Microsoft, то есть офис-программы, допустим, Microsoft Excel, то для него, я думаю, это хватит. Он заметно ускорит свой процесс, это 100%. Относительно... Два слова буквально. Есть сайты, на которых выкладываются предложения по работе. Вот в рамках Microsoft Office. Набрать какой-то текст, сделать таблицу и так далее, где вы можете, сидя дома, выполнить эту работу, отправить им и получить там небольшие суммы, но когда много это делать, несложная работа. Если его там изо дня в день там, по 3-4 часа делать, можно хорошую зарплату. Да. Относительно детей, это один из самых часто задаваемых вопросов со стороны родителей. Родители все отталкивают детей от этих технологий, а дети наоборот. Это очень неправильный подход. Полностью отобрать
технологии, чтобы дети учились, это, во-первых, невозможно, и это и неправильно. Почему невозможно? Сами понимаем, что везде эти технологии, то есть куда ни пойди, и самое интересное, этот процесс еще он увеличивается. Вот. То есть как его внимание ребенка увести чуть, полностью, наверное, от игр отказаться очень сложно будет, но можно внимание его переключить, то есть он может научиться создавать игры. Вот у нас есть детские центры, где мы обучаем детей, то есть у них есть огромный интерес к играм, а мы их учим создавать эти игры. То есть игры – это огромная индустрия, от него отказаться будет очень сложно, и тем не менее можно будет создавать игры. То есть их почему и назвали играми? Потому что это огромные деньги там. Ну, это реклама получается. Чтобы создать игру, наверное, создать сайт намного легче, чем создать игру. Чтобы создать игру, там, с такой среднюю игру, нужен дизайнер, нужен архитектор, нужен тестировщик, нужен там, программист, там много людей нужно. Это сложный процесс, но как только вы ее создали, эту игру, соответственно, тот ребенок, который, у нас, допустим, есть ребята, я знаю, то есть есть и мелкие, которые создают такие мелкие игры, а есть ребята, допустим, 17-18 лет, то есть они создают на этих Unreal Engine, есть такой движок, есть другие движки. То есть создать игру – это и создать тот же самый проект. Потому что родители зачастую, мы когда говорим, допустим, мы обучаем детей играм, то есть проектам, то есть у них возникает вопрос, они и так целый день в этих играх, вы еще хотите их углубить в этом. Я говорю, не, играть в игры – это одно дело, а создавать их – это совершенно другое дело. И, соответственно, имея интерес к играм, бывает очень часто мы можем перенаправить этих детей в сторону, получается, создания информационных систем. Для этого есть очень много центров. На самом деле, как Адам сказал, у нас их очень много. Есть и детских, есть и взрослые, есть и в Назране, есть и в Молдавеке, есть и онлайн, есть курсы, которые абсолютно не рекламируются, но я знаю, где они находятся. Но у них нет никакой рекламы, так как они уже работают давно, то есть у них есть своя клиентура по цифровым радио. Есть очень много площадок. Плюс площадка Гуцериевская, как мы знаем. То есть мы все должны понимать, вот это все поле у нас есть, обучаться где место есть. Главный ресурс человек, или их нет, или их очень мало. Но посредством вот этой рекламы, наверное, из-за того, что сейчас Гуцериев пришел, сейчас люди понимают, очень часто звонят. Вот недавно, то есть, когда мы открывались в Сунджи, я рассказываю родителям про важность IT. Они такое мне говорят, то есть это не нужно рассказывать нам. В такой чуть, возможно, грубой форме. Я говорю, а почему? Мы, говорит, это все знаем. Нам, говорит, нужно место, и нам нужны реквизиты, где мы можем перечислять. Мы вот сейчас нам рассказывать не нужно. Но года 2 назад об этом нужно было рассказывать, нужно было устраивать какие-то мастер-классы, какие-то бесплатные вебинары устраивать, чтобы показать, детям показать, родителям показать. А сейчас уже родители, они в курсе. Так что, как я говорил относительно вашего вопроса, полностью они не смогут уйти от игр, но мы можем частично их увлечь именно по созданию игр. Так, еще вопросы у кого есть? Я дополню, единственное, там Бекхан абсолютно все верно сказал. Надо понимать, что нынешнее поколение, оно уже IT. То есть, по сути, кем бы они ни выбрали, какую бы они профессию ни выбрали, они IT. Прекрасно знаем, наши дети ходить не могут, говорить не могут, но уже тянутся к там гаджетам, да, они видят, с 2 лет, с 3 лет уже. Берут, они уже могут его разблокировать там, и так далее. Забрать у них гаджет – это сделать его изгоем в обществе. Это уже противоположное движению развития. Да? Плюс мы сами порой их как бы разрушаем, не даем им развиваться, передавая просто гаджет. То есть когда мы пришли вроде бы с работы, мы должны с ними там уделить им время, но тут с работы какой-то важный звонок, и мы там, держи планшет, иди поиграйся, у меня там работа. Тем самым мы очень сильно тушим своих детей. И вот в этом направлении тоже нужно работать. Вообще, в целом, как Бекхан сказал, вот эта IT-грамотность, начиная с детей, она очень важна. Например, в Канаде, чтобы разбираться там с мусором, делать его раздельным там, они пошли в садики, начали с садика воспитывать этих детей, чтобы довести, когда они станут взрослые, чтобы они знали, что действительно мусор нужно распределять там, и так далее. Здесь такая же ситуация. Нам очень важно, нам когда приходили там 30-40 лет ребята, там в прошлом году, когда мы запускали IT-школы, мы говорили, вы нам не интересны, вы как бы свое время упустили.
Нам важен вот этот пласт ребят там, с 6 лет, которым мы будем там заниматься, которым мы будем взращивать. И вот, как вы сказали, там, вот этот промежуток там, от 5 до 10 лет или там, от 5 до 15 лет, я думаю, очень сильно кардинально изменится республика в плане IT, потому что, подешевеет труд айтишника. Если, например, сегодня SMM-менеджер там среднестатистически стоит 15 тысяч рублей, то он будет 5 тысяч рублей стоить. Он сегодня стоит 15 тысяч рублей, и он поддерживает 1, 2, 3 клиентов, то он завтра будет за 5 тысяч, используя те же ИИ, там, да, сокращая свой труд, поддерживать 5-6 человек. Это и для бизнеса удобнее, они платят меньше, их бизнес развивается, там все отлично, клиенты знают, куда идти, и он растет, и сферы растут, то есть здесь как бы взаимно выгодно. Мы сегодня знаем, даже Маломальская шаурмичная имеет свою страничку в Инстаграм, там раскручивает, какие-то конкурсы проводит и так далее. То есть развивая IT-сферу, мы развиваем абсолютно все другие сферы. Это важно. И важно не упустить вот молодое поколение, их компьютерную грамотность. Да? Единственное, в чем, наверное, у нас различие с Бекханом, это я, наверное, считаю, что вот осведомленность именно родителей в IT-сфере, она невелика, потому что даже вот сегодня, вчера я в 2 школах был, в Назране, и задавая вопрос, там, что такое IT-сфера, там, ну, у них не было таких там, четких ответов. То есть у нас под IT-сферой, под айтишниками подразумевается человек, либо который умеет собирать и чинить компьютеры, либо тот, кто программирует, все вот эти 2 специальности. А как мы с Бекханом там заметили, очень важно, да, что в IT-сфере столько же профессий, сколько и в медицине. Например, мою профессию проблем-менеджмента или проблем-менеджера, это область ITIL, там, не знает практически никто. Там, ее используют только в крупных IT-компаниях, такие как там, в том числе Nestle, там X5 Retail Group. Вы понимали, в X5 300 тысяч сотрудников, там, в Яндексе это лучшие 20 тысяч сотрудников, там, компания Mercedes, только такие компании могут себе такие специалисты вообще позволить. Даже вот здесь вопрос даже не финансово, а по масштабам масштаба работы, да, извинения. Как-нибудь, если будем углубляться, или там после встречи, я, может, расскажу пример, чтобы более понятно было, в чем является важность работы именно проблем-менеджера в компании. Так вот, спускаясь там на наш уровень, очень важно на сегодняшний день провести вот эту IT-грамотность и среди детей уже как воспитательную часть, и среди родителей, чтобы они понимали, что это важно. На мой взгляд, если бы сегодня родители понимали, действительно осознавали, что насколько перспективно IT, опять же, неважно, там, кем их ребенок будет, даже если он медиком будет и так далее, ну, наверное, бы во все центры вот так очереди стояли бы, это однозначно, потому что это действительно важно. Я благодарю вас за то, что вы пришли, поделились, и вас, присутствующих, за то, что вы задавал вопрос. Ахмед у нас, правда, один. Но я думаю, интересно было всем. И как бы завершая нашу передачу, хочу напомнить, что сегодня у нас для наших YouTube-канала, скажем, присутствовали айтишники ингушские, это Хутиев Адам, который у нас является директором Ингушского колледжа IT-хаб, и Дзармотов Бекхан, который у нас преподает в Ингушском государственном университете, тоже IT-направление.